Смотрите, мы вам покажем на телеканале Якутия 24. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня 1 апреля, ну и принято этот день считать днем смеха, днем шуток. Ну и, соответственно, в этот день мы находимся в самом таком месте, где всегда смеются как дети, так и взрослые. Это, конечно, цирк. И сегодня мы с артистами самого северного цирка будем говорить о том, как рождается смех, с чего он начинается, как рождаются шутки. Ну и в первую очередь мы попали сейчас в гримерку к Ирине Корниловой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я немножко волнуюсь. Ну ничего. Ирина, расскажите, с кем вы на данный момент работаете в паре и что вот готовите? Так таковой пары у меня нету, в принципе, с Ростиком, либо с Димбасом, тоже нашим клоуном. Вы посмотрите их. Или у нас иногда бывает вообще все задействованы в репризах, либо у меня есть соло-репризы, где я одна полностью. Так как я еще и музыкальный клоун, да, на музыкальном инструменте, то у меня вообще вариаций полно. То я в трио, то я в дуэте, то я соло и так далее. Скажите, на каком инструменте? Флейта. Я 10 лет отдала музыке, так что вот я играю на инструменте. Расскажите, вот с чего начинался цирк для вас? Вообще необычно. На самом деле я музыкант. Я пришла сюда работать как бы в оркестр, но места не было, и меня заметил Сашуля, наш знаменитый клоун, и он такой: давай типа в клоунаду. Я вообще тогда немножко как-то оскорбилась, думаю, ну как так-то, я же музыкант. Это же немножко, другая специфика, и все у нас такое классическое, потому что я классический музыкант. Но я как-то захотела этим заниматься и начала ходить в студию. И буквально через полгода мы поставили репризы, и меня взяли в цирк, и моя жизнь поменялась буквально на 360 градусов. Это было так необычно, и гримы у меня менялись. Я пыталась тогда очень-очень много информации про цирк узнавать и смотреть и так далее. Тогда вот не было Ютуба, что можно было все спокойно посмотреть. Но все равно доставалось, смотрелось. И я тогда была фанаткой Вячеслава Полунина. И мне понравилась маска лицедейства, такая белая маска. В общем, вначале я выступала именно как лицедейка, больше по пантомиме. И это была, такая маска больше, она даже, если честно, на гейшу напоминала. В общем, в какой-то момент я решила поменять маску. Я очень часто меняла грим, и вот сейчас вот у меня более-менее устаканился грим и образ на самом деле. Я такая девочка-припевочка, такая немножко глупая, наивная. Но все равно в разных репризах у меня разные образы, потому что еще у нас есть вечерние спектакли здесь, где я играю уже роли, и там тоже разные роли. Это уже совсем другое. Да. Ага. Ирина, скажите, вот все со мной согласятся, да, что всегда, вот, наверное, во все времена в клоунах мы видим мужчин, да. Скажите, каково быть женщиной вот в этом деле, в этой специальности? Вообще классно. Это вообще потрясающе. Я знаю, что женщин, именно клоунесс, очень мало вообще по миру, не просто там в России, а именно по миру, потому что это для женщины некий барьер: быть смешной, быть некрасивой, быть еще какой-то, быть там, гипер утрированной какой-то, да. Но вот я вот пришла в эту профессию и никогда не думала, что это для меня плюс. Я всегда, старалась быть как все, всегда вот так вот, это вот так вот. Когда я пришла в эту профессию, через несколько лет я осознала, что мне в роли Ириски быть гораздо удобнее, комфортнее. То есть я могу себе позволить в роли, когда, будучи именно в костюме, в роли, я могу себе позволить такого, чего я не позволяю в обычном режиме, так скажем.
Ростислав Романович, вот в чем вот заключается ваша сегодняшняя роль основная? Вы сказали, что вы подготавливаете артистов, да, вплоть там от реквизитов, заканчивая. Да. Ну да, я, значит, сейчас являюсь как бы руководителем этой группы клоунской, потому что у меня опыт, и я работаю давно. И вот сейчас помогаю им советами, направляю их, как, что надо делать, поправляю. И вот стараюсь готовить реквизиты. Потому что ребята, возможно, не знают, что, как делать. Допустим, вот это вот я сделал стрелу, да, которая одевается вот так и как будто проткнутая, да, вот такая вот, да. Быстро и легко, чтобы снималось. Так, вот такие вот. Еще вот эта вот штука есть у меня, которая тоже давно хорошо забытая, старая, можно сказать. Все удивляются, что это такое. Что же это такое? Да, я вот это вот, вот этим я заинтересовался, мечтал много раз, давно, правда, это забытое. Вот эта вот иголка от этого, как бы, от системы. Вот мы это одеваем на голову, и вот здесь набранная вода, и получается так, как будто я плачу. Вот это вот хорошо забытое старое. Ничего себе. Вот такие вот хитрости. Ну и вот учу их вот тоже к шарикам, потому что этим я много. Вот, допустим, кроме меня тут в цирке, ну, Ириска умеет, и немножко дети умеют. Вот, допустим, надули шарики, привязывали. он учил. Да. И вот быстренько делаем вот такую вот цирковую собачку, допустим, да? Да. Вот такие вот. Но это надо учиться тоже. Да. За несколько секунд уже, да, вы Да, формируете фигурку. Да, фигурку. Вот так. И вот такой вот пуделек цирковой вот получается, да? Вот такие вот делаем игрушки. Ну, все время помогаю. Мне самому интересно это. Что-то узнаю, что-то делаю. А когда просят, я выступаю. Я слышала, что есть такой стереотип, что клоуны — это грустные люди. Вот вы с этим согласны? Так ли это? Ну, я не знаю. Вы веселый человек, вы себя относите к веселым Я людям? стараюсь, ну как сказать, да? Вначале, когда я стал клоуном, я веселился, и у народа есть такое понятие, он такой веселый человек. А в жизни у меня есть, конечно, проблемы, много, что-то решается, что-то не решается. Ну, есть время. Настроение грустное бывает, Да, бывает грустное, бывает нервничаю. Как у всех людей. А? Как у всех людей. Да, как у всех людей. Такой же человек, как и все. Ну, просто привыкли люди видеть меня веселым, хорошим, красивым. И вот я стараюсь эту марку держать. Поэтому грустить приходится только по ночам, перед сном, когда я остаюсь один на один, как бы. Как относятся дети, внуки к вашей профессии? Ой, очень добротно, потому что они вот впервые видели клоунов вот здесь, в цирке, когда приходили, да, они к ним сразу подходят и здороваются, дергают, вот, не боятся. Не боятся. Абсолютно не боятся, потому что они привыкли видеть меня, и все думают, что клоуны добрые. Но иногда нежелательно, чтобы клоуна трогали. Бывает и так. Потому что у нас все заряжено. Если какое-нибудь нелепое движение, и может срываться все вот заряженные фокусы всякие. Вот так вот. А вот вы как раз с Ириской разговаривали, да, сейчас насчет шуток. Вот у меня такой вопрос, да, шутки, они есть такие, которые вне времени, или вот всегда нужно придумывать, подстраиваться под современную аудиторию, под молодежь? Вот вы как считаете? Ну, я считаю, потому что как старые наши шутки
Сейчас молодежь не принимает. Потому что время ушло, да, меняется время, у нас развитие пошло такое. А мне трудно становится. Потому что я видел те шутки, которые раньше, во времена Советского Союза были, вот это проходили. А сейчас эти шутки уже не проходят. есть всегда рождается да, новый, да. да? Вот поэтому вот поэтому я спрашиваю у молодых, как надо, как можно пошутить, как Подать, что, да. подать, вот это. Не знаю, никулинские же репризы до сих пор живы. Да. А? Да, никулинские репризы до сих пор же живы. Ну, это классика. «Водка», и Но «Брик», классика, и это так далее. классические репризы идут, Ага. но это играть, обыгрывать надо, как тот самый мастер. После Никулина я уже не Никулин, допустим. Это он один такой. Вот так. А у вас есть артисты, на которых вы равнялись, равняетесь, продолжаете равняться? Да. Ну, у меня два кумира было. Это Юрий Владимирович Никулин, у которого я получал школу хорошую. Ну и Андрей Миронов, который очень, до сих пор я его обожаю, над его искусством. Ну, много. Как увижу кого-нибудь, сразу заражаюсь и вообще вот такой вот. Здорово, спасибо большое. Насчет грима, да? Его нужно учиться наносить. Как вообще Ну рождается? да, я вот первые годы я вообще мучился с гримом. Я целых полчаса сидел, накладывал себе. Ага. В общем, пот там, волнуешься. Все течет, да? Да, сразу все убираешь, потом как бы это привыкаешь. Ну, со временем приходит опыт. Ну, я первый грим этот с картинка взял. И сколько-то в этом гриме работал. Потом уже потихоньку меняется. И вот я тональный вот накладываю. А долго сколько длится процесс нанесения грима примерно? Сейчас немного времени занимает. Минут 3 хватает. Ну, если поспешить, за минуту можно. Да? Бывают случаи разные. Если опаздываешь или когда время торопит. А бывало такое, что не успевали там смыть грим, и нужно было срочно куда-то ехать по делам, что-то такое и приходилось ехать с гримом куда-то? Нет, такого сильно не было. Но все равно вот когда бывает в районах, в клубах работали, там холодно и не так же светло, как гример. Да. Там свет не позволяет, например, и не сильно черное там не смывается или там. И ходишь как будто крашеный дядька. До конца не смывается просто, да? Ну, как бы тени. Потом говорят, ты накрашенный ходишь. Ну мы с Ростиславом Романовичем уже говорили насчет того, что грустный ли он человек в жизни или веселый такой же, как в своей профессии. Вот вы какой человек? Я не сильно веселый. Я, конечно, на манеже по-другому смотрюсь. У меня на манеже веселый я. В жизни я не такой. Ну, люди же привыкли, что я клоун и клоун. И как бы у них остается такое впечатление, что я веселый. Даже по-настоящему говоришь, а даже они не верят в это. Говоришь правду, они думают, что это я шучу, например. А узнают вас? Да, узнают. Иногда узнают. В других городах даже узнавали. Да. Ну, здесь тоже на манеже я работаю, поэтому меня узнают. Раньше я удивлялся, что Ростикова с Сашулей узнавали. Я вообще в восторге был. Каждому шагу узнают. А теперь меня тоже потихонечку узнают. Поют. Приятно? Как-то для каждого раза как бы как первый раз кажется. Вот все мой грим. Вот моя шапочка висит. Так, последний штырь, да? А у вас какие номера на сегодня последние? С чем вы? Сейчас мы работаем, у меня напарник Альберт. Сейчас он учится.
Ну, сейчас с Комарик работаем, с Ахатой. Вот, тепло вечной мерзлоты с программой такой гастролировали по России. В последнее время по России мне посчастливилось. Как бы мечта. Это как бы для каждого артиста мечта же это гастроли. Вот что касается шуток, да, бывает, что люди не смеются. И вот что вот вы делаете в таком случае? Есть какой-то вот выход из этого? Ну, бывает же все равно, наверное, случается. Не сказал бы, что не смеются. Все равно Ростик их заставляет смеяться. Не я тут так Ростик или другой. Ну, конечно, если народу мало будет, бывает тогда трудно. Ну, отдачи как бы нету, но когда народ полный, например, аншлаг, тогда легко работается. Ну, у нас же не разговорные, у нас через мимику мы можем передать. Поэтому народ понимает, ну, не то, что якутский цирк, а вообще другая аудитория нас тоже понимает. Мы учились в колледже культуры сначала, потом уже в 3-м курсе было распределение, и мы попали сюда, в цирк, после кастинга. Вместе сразу. Хотели сначала одного взять, и мы с ним соревновались, типа. Ну, никто не типа обижается. Короче, договорились, одного берут, никто не обижается. Ну, стараемся оба, короче. И потом кастинг был, там был Ростик, Дембас, Алик. Все клоуны были. Когда я Ростика увидел, я вообще волнение было очень дикое. Вообще капец волновался. Мы их уже знали, как бы, больших артистов. Да. Поэтому Потом уже кастинг начался, и сказали, что берут нас двоих. Мы тогда очень сильно обрадовались. очень сильно. Вообще ночью не спали даже. Работаем уже 5 лет. Все новички. Все равно новички, да? Хотя это немало, да? Да, это немало, но мы еще зеленые. Ну вот каково это смешить людей, работать на публику, и чтобы это было смешно? Ну, я думаю, от настроя зависит. И это, конечно же, от репетиций и от самого номера. И от себя тоже. Но, к счастью, в основном смеются, поэтому все нормально. А если не смеются? Если не смеются, то... Стараешься Ну, больше. мы... Шутки у нас, типа, это не очень смешная, потом уже будет. Короче, в каждом номере есть смешные шутки, по-любому будут смеяться. Если народу много, то вообще классно. А вы вот с коллегами обычно 1 апреля подшучиваете друг над другом? Что вообще для вас этот праздник? Праздник ли это для вас? Мне кажется, для вас 1 апреля это каждый день, нет? Это Ну, точно. есть, конечно. Бывало такое, что именно со зрителями, да, что-то вот пошло не так, не по сценарию, не получилось, вот какие-то курьезы, Да, какие-то да, случаи? конечно, конечно, Например, бывало. Что вспомните? Что приходит в голову? Ну, один момент был. С оленями, да? 2 года назад, получается, да? Мы на гастролях На были гастролях были. в Будапеште. Будапеште. И там мы с ним на оленях выходим оба. Ну, такие Есть реприза с Ахатой. игрушечные, такие большие охота. олени. Ага, охота. И с ним мы сталкиваемся, короче, Вот так. лбами, короче. И, короче, что-то пошло не так, слишком сильно, что ли, или что. Короче, голова отлетела у одного оленя, короче, и все. У меня Короче, отлетело. вообще не по плану пошло. И зал стал А до этого смеяться. дети прям гладили этого оленя, а потом бац, через пару секунд головы нету, короче. Все разлетелось. Рога, голова, все отлетело, короче. И тогда было очень трудно, но как-то мы выпустили. Что вы сделали? Ну, я пошел по зрителям с оленями, чтобы их отвлечь, как бы. А я там пытался. А он там собирал Ну, своего отыграли. оленя. Отыграли момент, как бы. Ну все, обошлось. И зрители думали, ну,
как Типа бы, специально. Да. Так Но, должно конечно, некоторые в шоке были, потому что, типа, живые же олени, гладили, а потом бац, нету головы уже, как бы. Ну, вот такие моменты очень много бывает, на самом деле. Ну, там главное Этого не паниковать. Выкручиваться. Всегда есть выход, ага. Ой, здравствуйте. Где это я? Снова на работу. Да, тигренок. Снова я вышла на работу. Да. Сегодня какой день? Я не знаю. Как это ты не знаешь? Ой, ну, сегодня понедельник. Да, кстати. Весна на улице. О, как хорошо, да. Ага. А как у тебя настроение? Хорошо все? Как дела? Да, все хорошо, все отлично. А у тебя? У меня тоже хорошо. Спасибо, что спросил. Да. Ну, что еще расскажешь? Ну, что рассказать? Ну, не знаю. Анюта, первый вопрос, который возникает после вот вашего выступления, да, это вот как вы это делаете, как вы говорите ртом. Интересно, это вот долго вы над этим работали, учились? Жанр чревовещания называется, когда вы, артист, не двигая губами, при этом произносит слова за куклу, получается. Я вот в цирке, у всех артистов есть свой жанр, свой номер, и мне хотелось бы что-то такого, прям своего. И вот однажды я проснулась утром, подумала и стала перед зеркалом, и что надо, вот какой-то номер надо сделать для себя. Поискала в интернете, есть очень много жанров цирковых, и посмотрела, увидела чревовещание жанр. Интересный очень жанр. И в Ютубе посмотрела, есть много артистов, в основном иностранцы, вот, в иностранных городах. Очень популярно. Да, популярно. И попробовала. В общем, я стою перед зеркалом, и оказывается, получается. Я не знаю. Сразу получилось, да? Вот прям я сама очень удивилась и сделала видео для нашего главного режиссера Мария Павловна отправила, и она в этот же год мы поставили номер и вот выступила с этим номером. Надо чувствовать куклу, получается. Он отдельный человек, и я. Он живет своей жизнью, и он другой человек, у него другой голос. Здравствуйте. Да, и... Соблюдать артикуляцию его также. Да, надо, еще есть куклы, которые деревянные, и у них двигается рука, нога, глаза. И вот у нас вот наши художники сделали вот такого прекрасного тигра. Он мальчик, и ему где-то 10 лет. Да. Вот интересно, а вот ну как можно попробовать мне это вот легко получается? Как нужно язык как-то правильно положить, что как горло? Значит, верхнюю губу и нижнюю губу мы не двигаем. Это самое главное правило. Мы должны чувствовать свой голос и его голос. Должен быть переход между голосами. И, например, буква М, П, они соприкасаются. И надо заменить... Нельзя, да? Да. И можно заменить другими словами. Например, «привет» можно заменить... Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Да, очень круто. Ой, здорово. Спасибо, тигренок. Вы тоже, наверное, вот не так давно в цирке, да? Да, Саша и Никош, мои однокурсники. В 17 году они уже тут выступали в качестве артистов, а я в 17 году была в гардеробе. Была гардеробщицей. Ничего себе. Да. Судьбоносно очень. Да, и 1 год проработала в гардеробе, и мне хотелось бы чего-то... Ну, я хотела показать себя. Ну вот я уже училась вместе с Никошей и Сашок.
И я тоже- Неспроста пришла работать в цирк, да? Да, и хотелось тоже выступать вместе с ними, и ну вот, показала себя. Здорово. Получилось. Да, очень круто. Ты крутая. Ой, ну спасибо. Я себя вижу в культуре уже с детства. С детства я пою, выступаю на сцене, получается, танцую. И я думаю, это мое хобби и мое предназначение. Мы желаем вам исполнения ваших желаний, ваших целей. Спасибо всем артистам цирка, которые сегодня подняли нам настроение, несомненно. Удачи им и успехов. Ну, а всех телезрителей с Днем смеха, с Днем юмора. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Счастья, радости и много-много улыбок. С днем смеха!